О нашествии змей Мансур Музипов знает не понаслышке. Летом большую часть времени он проводит на даче. Говорит, этот год сухой и жаркий, поэтому часто ходит на водоем, а утром в лес за ягодами и грибами. На своем пути встречал как безобидных ужей, так и ядовитых гадюк. Нынче лето жаркое, благоприятное и для гадюк, и вообще для всех пресмыкающихся. Благоприятное. И ящериц много, и змей много. Садовое общество расположено недалеко от воды. Его облюбовали уже, а рядом лес, в котором водятся гадюки. Поэтому порой рептилии заползают на участки СНТ. К нам даже во двор заползают. У нас дом вот огорожденный. Вон. Ну, намного больше, намного. Уже и очень много. Вон. И маленьких, и больших. По 1,5 метра, по метру. Слова дачников, что змей стало больше, подтверждают и биологи. Жаркое лето позволило потомству выжить, тогда как при похолодании пресмыкающиеся чаще болеют и погибают. У гадюки бывает до 10 детенышей раз в 2-3 года. Гадюка – это холоднокровное животное, поэтому в теплую погоду, более жаркую погоду, они более активны. Во-вторых, и пищеварение у них проходит более интенсивно, им больше надо питаться. Однако, по словам специалистов, ни уж, ни гадюка первыми на человека не нападают, а стараются уползти. Но если рептилия все же напала, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Если вас укусила змея, эту часть тела обязательно нужно зафиксировать в виде фиксирующей повязки. Ни в коем случае нельзя наносить жгут. Если вы нанесете жгут, вероятность того, что эта часть органа подвергнется некрозу, будет очень высока. Медики рекомендуют, выходя в лес, нужно надевать одежду, закрывающую лодыжки, так как змея чаще всего кусает пальцы ног и голеностоп. Рукава опускать ниже запястья. В ближайшее время синоптики вновь прогнозируют жару, а это значит, что рептилии еще будут активными и опасными. Радик Фархулин, Светлана Звонарева, Эльмира Гайнуддинова, Тагир Бекметов, ТНВ «Набережные Челны». Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.